Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Мария Новгородова и Михаил Эверштов. У микрофона редактор Саргалана Антонова. Что значит слово «педагог»? Наставник, мудрец, человек. Значение какое важнее? Спорьте хоть целый век. Думаю, просто профессии назвать педагога мало. Выбрать свое призвание судьба ему указала. Я не случайно начала нашу передачу сегодня именно с таких строк. Есть семьи, в которых одна профессия передается из поколения в поколение. В педагогических династиях удивительным образом развиты традиции преемственности поколений. И это уже больше, чем наследие. Это не просто работа, это призвание. Ведь невозможно стать учителем, просто следуя по стопам родителей. На это еще необходимо веление души. В таких семьях из поколения в поколение передают любовь и искреннюю веру в благородство выбранной профессии. Вот и наша сегодняшняя героиня передачи пошла по стопам своих родителей. И, кстати, не она одна, но обо всем по порядку. Почему люди из поколения в поколение выбирали профессию педагога, зная, что это очень сложная работа? Что движет людьми при выборе? Особый дар учить, интерес, стремление к самореализации, а может быть генетическая предрасположенность, может быть советы старших или что-то другое. Ответы на эти и другие вопросы мы сегодня получим у гостя нашей студии. Итак, знакомьтесь, представительница педагогической династии Дмитриевых, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Айталина Ахметовна Кузьмина. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Айталина Ахметовна, память о наших предках – это действительно богатство нашей души. Да? Расскажите нам, пожалуйста, вообще, с чего начиналась ваша династия педагогов? Кто был ее основателем? Пожалуйста. Основателем нашей педагогической династии является наш дедушка Дмитриев Андрей Гаврильевич. Он родился в 13 году в Нюргбинском районе в селе Менгежек. Он учился в Вилюйском педагогическом училище и работал учителем в школах Нюрбинского района. Ну, насколько мы знаем, это в Идейской школе, Нюрбачанской и Мегежекской школе. И в те времена учителей не хватало, и он преподавал разные предметы. Мог и геометрию, историю, якутский язык, или как учитель начальных классов. И у него был организаторский талант, и его сделали заведующим школой, то есть как директор. И он построил две школы, Нюрбачанскую школу и Мегежекскую школу. И, заметив его вот такой организаторский талант, сделали председателем сельского совета, затем его сделали управляющим коневодческом заводе имени Степана Васильева в селе Малыкой. И так он и вышел на пенсию и умер в 1979 году. Наш дедушка был ветераном войны, Великой Отечественной войны. Он был призван, мобилизован в 1941 году. И вот все тяготы первых времен войны легли на его плечи. Он был разведчиком, снайпером, командиром отделения. И в 1942 году получил ранение, был контужен и вернулся на родину. И вот у него остались воспоминания об этой войне, об обороне Москвы. И отец подготовил вот эти воспоминания в виде книги. И вот эта книга была издана в издательстве «Бичик». Ну, я знаю, что изданий действительно у вашей семьи много, мы еще поговорим подробнее о других, да. Но вот какие воспоминания о дедушке сохранились, например, вот у вашего отца, у родных, или, может быть, о нем говорили его ученики, люди, с которыми он работал?
К сожалению, мы не застали его, он умер до нашего рождения, но мы вот из уст отца вспоминаем, что он был очень такой ответственный человек, иногда, такой даже, очень дисциплинированный, требовательный человек был. И его дети, у него было 5 детей, и 3 пошли по его стопам. И его вот старшая дочка, наша тетя Татьяна Андреевна, долгое время работала учительницей русского языка и литературы. Еще одна тетя Зинаида Андреевна, у нее музыкальное образование и работала музыкальным руководителем в детском саду, затем пошла в науку. И вот отец тоже стал учителем якутского языка, литературы. Хорошо, очень интересное имя у вашего отца, да, Ахмед. Да. Вот интересно было бы узнать, да, почему вы его так назвали. У дедушки был друг, боевой товарищ, татарин по имени Ахмед, и они поклялись друг другу, что кто выживет, даст имя друга своему сыну. И, к сожалению, вот этот Ахмед умер прямо на руках нашего дедушки. И дед обещал себе, что обязательно назовет сына Ахмед. Отец родился в 1951 году, то есть это имя ждало его 9 лет. И как только он родился, дали ему вот такое имя, такое очень редкое, странное для якутского уха. Но мы очень привыкли, мы воспринимаем это как обычное имя, но люди сначала думают, то ли казах или какие-то другой национальности человек. Хорошо, на самом деле это все благодаря вашему отцу в память о погибшем друге. Да. Хорошо, а вот как шло дальнейшее развитие педагогической династии? Вот мы узнали, да, что 3 человека сразу стало педагогом в вашей семье. Дальше? Дальше вот мой отец в 1974 году окончил Вилюйское педагогическое училище. Тоже Вилюйское. Да. Кстати, в этом году оно отмечает столетие. Одна из старейших педагогических кадров, можно сказать, да? Кузница кадров. Да, вот это училище дало отцу очень многое. Отец все время вспоминал очень тепло, какие там были преподаватели. Например, директором училища был Иванов Михаил Спиридонович Багдарын-Сюльбе, известный топонимист Якутии. И еще там велась такая хорошая педагогическая деятельность, и выпускники этого училища все стали хорошими учителями. И отец потом, после окончания училища, работал тренером по вольной борьбе. Сначала как проявил себя как тренер, и у него много воспитанников стали спортсменами, победителями республиканского, районных соревнований, мастерами спорта, и затем стали учителями физкультуры, тренерами. И мой отец, он был поэтом, и вот эта поэзия привела его к якутской филологии, да, и он окончил Якутский государственный университет, якутское отделение в 1989 году, заочное отделение, и стал работать в Кундянинской средней школе учителем якутского языка и литературы, затем еще добавился предмет национальная культура. И то есть мой отец посвятил 40 лет своей жизни педагогической деятельности, он добился успехов, стал отличником образования Республики Саха-Якутия. Около 20 его учеников пошли по его стопам, окончили факультет якутской филологии и культуры. 5 у моих родителей 10 детей. Нашу маму зовут Надежда Петровна. Многодетная семья. Да, многодетная семья. Из 10 детей 7 получили педагогическое образование, 5 получили специальность учителя якутского языка, литературы и культуры.
Ну, я думаю, что в этом очень большая заслуга вашего отца. Это означает, что именно он привил любовь к родному языку, к родной культуре, да, что именно дети, практически половина, вот вы говорите, да, 5 детей, Да. пошли по его стопам именно. Да, это заслуга нашего отца. Он нас с ранних лет читал якутские вот рассказы, рассказывал сказки. И у нас очень богатая библиотека. Всегда можно найти, прочитать произведения якутских, русских, зарубежных писателей. И во время, например, сенокоса он в перерыве рассказывал о жизни писателей, даже анализировал произведения, рассказывал историю Якутии. И вот таким образом он привил интерес. Ну, я думаю, что рассказывал он в интересной, очень увлекательной форме, Да. давая стимул для дальнейшего изучения, может быть, да, для того, чтобы дети смогли вот в дальнейшем сами взять книжки, почитать, узнать дополнительный материал, да, о героях так, и так далее. Да. Именно Хорошо. так. А вы бывали на уроках отца? Вообще, какими видели взаимоотношения между педагогом и его учениками? Мой отец был и моим учителем. С 5 класса он меня учил. И иногда меня дразнили. Вот домашнее задание тебе вот папа делает, за тебя папа делает. Ну, было обидно, но я сама делала, конечно. И, конечно, все время мы были в курсе, что творится в школе, кто как учится. Даже вот его, помню, вот, как называется-то, дипломат там. Да. Были ученические тетради, учебники, вот это все как-то было, веяло каким-то. Было интересно смотреть на все это. А кто был главными учителями вот его жизни? Что он говорил об этом? Он учился в Нюрбачанской школе, затем в школе номер 1 в Нюрбе. Но вот самые теплые воспоминания у него связаны с Вилюйским педагогическим училищем. И там раскрыли его вот талант по поэзии. Вот Мария Захарова, помнит, вот у нее был кружок писать литературоведческий, творческий такой кружок. Вот этот кружок помог ему раскрыться. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Я напомню, что сегодня мы говорим о педагогической династии Дмитриевых из Нюрбинского улуса нашей республики. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Если дома вечером педсовет и все разговоры только о школе, если профессия стала жизнью, значит, это учительская семья. Залогом творческих успехов таких семей становится верность призванию даже в самые трудные времена. И у нас сегодня в гостях, я напомню, представительница педагогической династии Дмитриевых из Нюрбинского района нашей республики, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Айталина Ахметовна Кузьмина. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радиота. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Айталина Ахметовна, вот мы говорили об учителях, да, вашего отца. И вы сказали, что именно обучение в Вилюйском педагогическом училище очень много ему дало, и в том числе занятия в литературном кружке. Да. И потом у него вышли сборники «Том Тубайы», «Оккатус Питонгорум». И еще вот помимо поэзии он интересовался историей Якутии, историей родного улуса, занимался составлением генеалогических таблиц наших предков, нашего бурдонского рода, который охватывает половину Нюрбинского улуса, часть Сунтарского и Алекминского улусов.
И издано, папа подготовил несколько книг по наслегам, о сюльском наслеге, о нюрбачанском, о кюндядинском наслегах и предках нюрбинцев. Также он интересовался историей вольной борьбы Хапсагая нашей республики. И издано несколько книг. Это «Үссаха өрөгөйө», «Күйөх нюрба тустута» и про 50-летнюю историю вольной борьбы в Якутии. «Көңүл саха тустута», «Үйөңардах чөмчүлер». Здорово, получается, очень многогранный был отец, да, то есть это не только история, культура, да, язык родного народа, но и получается еще и вольная борьба, физкультура, как раз то, что его интересовало, да, в то время. Да. Вот вы говорили, что вы родились в многодетной семье, да, между тем педагогу в буквальном смысле приходится разрываться на части, да, это и школа очень много занимает времени, ну и, конечно же, нужно уделить некоторое время и своей семье, душевного тепла, заботы должно хватить на всех. Вот как было у вас? Как вот вы чувствовали любовь, заботу своего отца? Ну, мы родились в 80-х и 90-х годах. И мы не чувствуем себя обделенными, что все внимание отца уходило на других детей. Наоборот, как будто все нормально было, все как будто вот так и должно было быть. Но я вот сейчас анализирую и думаю, мой отец очень умел, по-современному, тайм-менеджмент этот умел воспользоваться. И он умел как-то и подсобным хозяйством заниматься в селе без этого, особенно в 90-х годах, когда зарплату задерживали несколько месяцев. И вот это очень нам помогало. И в то же время находил время и на школу, и на свою вот эту исследовательскую, краеведческую деятельность. И тоже как сельский мужчина ходил охотиться на уток, на рыбалку и так далее. Все как-то получалось естественно, без надрыва. Я думаю, что он к своим увлечениям, к своим домашним заботам привлекал и членов своей семьи, и детей в первую очередь. Да, мы все были привлечены в это дело. С малых лет помогаем родителям по хозяйству. И особенно вот эта сенокосная работа нас всех объединяет. Все теплые воспоминания о детстве связаны с сенокосом именно, потому что в это время не только работаем, но и отдыхаем, слушаем рассказы родителей, отца. И, конечно, сбор урожая, да, вот картошку как собираем, или собираем ягоду, вот это тоже нас очень сплачивало. Хорошо. Вот вы говорили, что очень много книг вышло у отца, да, именно по этнографии, по изучению генеалогии. Я думаю, что он, наверное, участвовал в экспедициях, да, для того, чтобы все-таки собрать материал, да. Да, мой отец, во-первых, наш дедушка Андрей Гаврилович оставил генеалогическую таблицу и свои вот воспоминания и, как называется, предания, исторические предания, да, о предках нюрбинцев. И на этой основе отец стал изучать фольклорные материалы вначале, какие исторические предания были. Затем стал читать книги по этой теме. И, конечно, он жил в селе, и нас привлекал, что мы работали в архивах. Я помню, что как работала в архиве, в Национальном архиве, вот перепись 1897 года была, вот читала делала заметки, отправляла отцу. Еще ездили, как бы такие экспедиции, мини-экспедиции по Нюрбинскому улусу. И в селах тогда еще жили вот знатоки старины, и отец успел их записать. Хорошо. А кто еще пошел вот по стопам педагогической династии? Вы сказали, что сестры вашего отца тоже стали педагогами.
сестры, да, вот Татьяна Андреевна, учительница русского языка и литературы, Зинаида Андреевна, она по музыковедческой, музыкальным руководителем была и стала изучать фольклор юкагиров затем. Хорошо, у них тоже, наверное, были свои последователи. Они смогли вот заразить такой педагогической любовью своих учащихся? Они, думаю, да, наверное, они... У нас много родственников учителей. Из них самая известная вот Николаева Розалия Петровна. Она была заслуженным учителем РСФСР. В Нюрнбергском Улусе она известна как учитель, наставник молодых педагогов. Была учительницей русского языка и литературы. Мы вот гордимся ее именем. Вот. И еще много, и со стороны матери, и со стороны отца много родственников, педагогов. И я сейчас смотрю, это, оказывается, гуманитарии. То или учителя истории, русского языка и литературы, или якутского языка и литературы. То есть больше развито гуманитарное направление, да, у вас? Ага. А Сухомлинский говорил, что чтобы стать настоящим воспитателем, нужно отдать им, детям, сердце. Это действительно так? Что вы можете сказать о методах воспитания своего отца? Действительно, если не любишь детей, невозможно ничего дать. А дети очень такие... Надо иметь терпение, да, иногда очень сильное терпение, как-то дисциплинировать, как-то им привить интерес к предмету или вот родной, культуре и так далее. И поэтому, наш отец любил детей, хотел иметь многодетную семью, и у него получилось, думаю. Вот. И не только многодетная семья, но и семья педагогов, поскольку, вот как мы говорим, 7 из его детей стали педагогами, да? А как вы считаете, вообще главный результат труда педагога? Что это? Главный результат педагога – это воспитание, так сказать, поколения, которые полезно обществу. И не надо обязательно получение высшего образования, да. Вот даже если среднее образование, даже бывает не получают образование, да. Но главное, чтобы они стали хорошими людьми, такими, добропорядочными гражданами, патриотически настроенными людьми, чтобы они стали специалистами своей отрасли, да? своей отрасли. Вот. Хорошо, давайте теперь к вам перейдем, да? Почему вы решили стать педагогом? Вообще, как складывался ваш путь? Я помню, с отцом приехали на его сессию. Мне было 6 лет. Я впервые увидела город Якутск. Была под большим впечатлением. И помню, поднимались на лифте в учебно-лабораторном корпусе. И поднялись на 5-й этаж. И я поняла, что вот я приеду, когда окончу школу, сюда я приеду учиться. У меня всегда был, отец у меня был как образец для подражания и так далее. И что он читал, даже смотрели одни и те же передачи. Я даже помню, съезд КПСС смотрели, было очень, для меня скучно, да, но я смотрела целыми часами, потому что отец смотрит. Вот, поэтому, всегда смотрела, иногда помогала проверять тетради, когда у него не было времени. Просто ошибка находила, потом отец все равно перепроверяет. И затем уже в 9 классе я окончательно решила, что пойду по стопам отца. И поступила в республиканский колледж, гуманитарный класс. И там, когда оканчиваешь этот колледж, сразу поступаешь на 2-й курс в ЯГУ. В якутском отделении. Я поступила сразу на 2-й курс. И вы приехали, и как раз-таки зашли в это здание, да? У вас произошла визуализация, можно сказать. Да. И училась в этом учебно-лабораторном корпусе. Затем в других корпусах нас перевели, но как-то эта визуализация сработала. Хорошо. Я думаю, не только визуализация сработала, конечно же, но и то, что отец
отдавал очень много сил, энергии не только своим ученикам, но и своим детям, сумел привить им любовь к родному языку. Кстати, сегодня вот у нас Международный день родных языков. Ой, тоже такая дата, да? дата. Ну и сегодня, насколько вот я знаю, мы с вами разговаривали перед передачей. Сегодня у вас еще знаменательная дата, день рождения одного из ваших родственников. Да, сегодня я хочу поздравить свою племянницу Никифорову Айталину. Она учится в Кундянинской средней школе в 9 классе. В этом году она стала лауреатом в республиканской конференции «Шаг в будущее» и собирается поехать участвовать в Всероссийской конференции «Национальное достояние России». Ну, желаю успехов. Ага. Ну и надеемся, что в дальнейшем она тоже сможет, наверное, продолжить вашу педагогическую династию. Да, возможно. Ага. Ну что же, мы присоединяемся к этим поздравлениям. Дорогие друзья, сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Как вы знаете, этот год у нас объявлен годом педагога и наставника, поэтому сегодня мы пригласили в студию представителя педагогической династии Дмитриевых из Нюрбинского района. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Почему люди из поколения в поколение выбирали и выбирают профессию педагога, зная обо всех сложностях работы? Что движет людьми при выборе дела своей жизни? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, мы пригласили сегодня в студию представителя педагогической династии Дмитриевых из Нюрбинского района. Это старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Айталина Ахметовна Кузьмина. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК и на волнах Тетим Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы, и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Айталина Ахметовна, мы начали говорить о вас, о выборе вашей профессии, о том, как происходила визуализация ваших желаний, о том, что вот вы хотели вернуться в Север, ну тогда был Якутский государственный университет, да, и смогли воплотить свою мечту. Вот. Вы стали педагогом. Какую профессию вы получили? Я окончила якутское отделение и получила специальность преподаватель якутского языка и литературы, филолог. И затем после окончания университета поступила в аспирантуру Академии наук по специальности фольклористика. И в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию о Улан-Удэ-Вилюйского региона. И с 2006 года работаю вот в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Ну вот вы пошли по научной части, но тем не менее, я думаю, что педагогическая практика у вас все равно была. Наверное, были студенты, да, с которыми вы встретились, читали лекции. Вот ваши впечатления какие остались после первых лекций? У меня есть опыт преподавания в Якутском государственном университете, и у меня были часы в республиканском лицее-интернате. И у меня скромный педагогический опыт, но все-таки могу сказать, что я была удивлена, что надо очень много подготовиться к уроку. Как-то это было неожиданно. Обычно наши преподаватели заходили и начали рассказывать, как будто бы... мы воспринимали это как данность, да, как будто так и должно быть. Но на самом деле это результат огромного труда. Огромного труда. И вот это я почувствовала на своей шкуре, что так надо. И еще и поняла, что надо быть требовательным. Как-то вот вначале я проявила мягкость, и вот это сразу поняли, мягкий преподаватель, да, и потом наверстывать упущенное, как-то уже проявлять твердость, это,
было Сложновато, Сложновато. Мгм. Хорошо, то есть вы как педагог сами получили урок своеобразный, да, Да, от своих студентов. Ага. Ну, насколько я знаю, вы на сегодняшний момент являетесь кандидатом наук. Вот чему была посвящена ваша научная работа, а почему вы выбрали именно вот эту тему? Ага, да. Когда, я хорошо училась в университете, можно было выбрать и по языку, и по литературе. Но я родилась в Нюрбинске и выросла в Нюрбинском улусе. У нас очень сильные такие традиции, сохранились фольклорные традиции. У нас проводится СЭХ почти в таком виде, как раньше проводили, да, наши предки. И вот это все повлияло, и подумала, что лучше посвятить свою жизнь чему-то вот связанному с традиционной культурой, фольклором. И мой научный руководитель Василий Васильевич Илларионов, он меня учил и со школьных лет, с Республиканского колледжа, и в университете тоже был руководителем курсовых работ, дипломной работы. И он направил меня вот на эту тему про особенности Олонхо-Вилюйского региона, моего родного региона. Вначале я даже не знала, какие олонхосуты жили в моем родном Улусе, например. А когда начала работать, копаться в архивных материалах, узнала, что около 100 олонхосутов жили, а мы не знаем, как так, какие записи сохранились, например, да, в чем отличие от других улусов, сказителей из других улусов. Вот это я начала изучать и, как уже говорила, в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию. А в 2014 году вышла монография. И еще я занимаюсь подготовкой текстов Олонхо к изданию. И как признали Олонхо шедевром нематериального и культурного наследия человечества. И с тех пор очень даже модно стало, издавать такие тексты. Каждый год проводится СЭХ Олонхо. Очень востребовано общество. Поэтому издали очень много книг с моими коллегами. Действительно, это очень большой пласт, и он представляет очень большой интерес для исследователей, для тех, кто занимается вот этими вопросами. Да? Самая большая награда для педагога и учителя – это, наверное, успех ее учеников. Да? А вот кем может гордиться ваша династия? Наша династия. Самой такой ученицей моего деда была Петрова Варвара Андреевна. Она была главой Нюрбинского улуса, Момского улуса и известным общественным и политическим деятелем нашей республики. Мы гордимся ее именем, что она была ученицей моего деда. Отец, он воспитал, его ученики стали тоже учителями якутского языка, литературы, специалистами, культурологами, да. И еще, когда он был тренером, его воспитанники затем стали тоже два мальчика стали главами Нюрбинского улуса. Это Прокопьев, имя забыла, Прокопьев и нынешний Иннокентьев Алексей Михайлович. Папа очень гордился им. Хорошо, а вот давайте теперь немножко уделим внимание братьям, сестрам, да, поговорим о них. Они тоже ведь педагоги? Да. Моя сестра Христина Ахметовна Максимова тоже окончила якутское отделение, работала учительницей якутского языка и литературы, затем прошла переподготовку и сейчас работает в Кундядинской средней школе учительницей истории и обществознаний. Так, и затем брат Дмитриев Айсен Ахметович, он окончил Якутский педагогический колледж, затем исторический факультет СВФУ и был учителем истории и обществознания в Кундядинской средней школе.
Брат Дмитриев Нюргун Ахметович, он окончил специальность культурология в Северо-Восточном федеральном университете, работал в Кундянской школе учителем якутского языка и литературы и основы нравственно-духовного развития народов России. И осенью его мобилизовали, сейчас он находится, участвует как в специальной военной операции. И от его имени хотелось бы передать слова благодарности нашему главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву, главе Нюрбинского улуса Иннокентьеву Алексею Михайловичу за то, что они оказывают материальную и моральную помощь нашим бойцам. Ага. И затем еще следующий, третий брат Дмитриев Эллей Ахметович окончил Чураптинский физкультурный институт. Сейчас работает тренером по вольной борьбе Кундянского филиала Нюрбинского ДЮСШ. Сестры Семенова Сардан Ахметовна, она окончила тоже педагогическое образование, родной язык, литература. И когда она училась в университете, у нее были успехи по олимпиаде, по якутскому языку и литературе. И сейчас у нее маленькие дети, и пока находится по уходу за детьми. А младшая сестра Дмитриева Сахая Ахметовна тоже окончила это педагогическое образование, родной язык и литература. И получила еще диплом логопеда. Сначала работала логопедом в детском саду в Якутске, и сейчас заменяет брата, работает учительницей якутского языка и литературы в Кундянской школе. И за этот короткий период она добилась успехов. Недавно заняла 3-е место в улусном конкурсе учителей якутского языка и литературы. И вот я занимаюсь наукой, а братья, сестры тоже интересуются и прививают интерес научно-исследовательской работе своих учащихся. И наша племянница Никифорова Италина, как я говорила, стала лауреатом республиканской конференции «Шаг в будущее». И мой брат Нюргун Ахметович и Сахая Ахметовна, они стали руководить этой работой. Работа называется «Дохристианские имена якутов по материалам преданий Нюрбинского улуса». Есть ли секрет в том, что представители, например, разных поколений отдают внимание именно для развития целой династии? Наверное, я соглашаюсь, с таким мнением. Династии, у них много опыта. Все-таки 3 поколения опыта – это большой человеческий капитал. Да. Хорошо, пожелаем успехов вам и вашим родным, особенно в год педагога и наставника в Российской Федерации. Ну что же, я благодарю вас за очень интересный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.